Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Віктор Праліч. Наш сённяшні выпуск прымеркаваны жыхарам горада. Тут няма шырокіх праспектаў, высокіх дамоў, але ёсць багатая гісторыя і вялікія планы на будучыню. Мы адправіліся ў самы маленькі горад Беларусі, які мае назву Десна. Мне предложили вернуться в Десну, и я это предложение приняла. Вот, потому что я люблю Десну, и я люблю свой город. Я себя здесь ни капельки не чувствую каким-то там притесненным. То есть вот для меня Десна — это дом. Не рвался бы в большой город, там. Мне тут нравится, все тут хорошо. Я люблю тишину, свежий воздух, все, что здесь есть, это как раз-таки в Десне. На территории нашего города в текущем году реализуются 3 масштабных проекта. В рамках реализации указа президента Республики Беларусь номер 368 от 2 июня 2006 года о мерах по регулированию отношений при газификации жилых домов граждан на территории нашего города на сегодняшний день ведутся работы по газификации, дополнительной газификации, можно так сказать, 12 улиц. При дальнейшей возможности газификации более 100 домовладений наших граждан. В чем преимущество данного указа, реализации данного указа? Она заключается в том, что порядка 70% финансирования на проектно-изыскательские работы, на подрядные работы финансируются за счет средств бюджета, а порядка 30% финансируются за счет данных видов работ, финансируются за счет средств потребительских кооперативов. Также на территории нашего города реализуется проект в рамках программы «Чистая вода». Унитарным предприятием «Витебск-облводоканал» на территории нашего города реализуется проект по строительству системы водоснабжения и водоотведения многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Ленина. На территории данных квартир проживает более 500 человек. На сегодняшний день данные работы уже ведутся, проводятся, и я надеюсь, что после завершения реализации данного проекта, безусловно, качество воды для данных граждан станет в разы лучше. И третий проект, который реализуется на территории нашего города, это строительство 9-квартирного жилого дома. Строительство данного дома необходимо для расселения наших граждан из ветхого жилья. Поэтому вот такие крупные масштабные проекты в текущем году будут реализованы на территории нашего города. Спакой і цішыня ў Десне бадай першае, што якраз і нязвыкла для прыезджых з Віцебска. У той факт, што мы знаходзімся ў горадзе, спачатку складана паверыць. Так, Десна горад і гэты статус яна носіць некалькі стагоддзяў, але размова не пра гэта, а пра тое, чым тут жывуць сёння. Малады настаўнік замежнай мовы Вікторыя Вікенціўна ўспамінае, як сама сядзела за гэтымі партамі ў якасці вучня. Сёння Дзесненская сярэдняя школа, яе першае месца работы. Атрымаўшы дыплом Полацкага дзяржуніверсітэта і адкінуўшы прапановы размеркавацца нават у сталіцу, абрала малую радзіму. Упэўнена, што рэалізаваць сябе можна і тут. Было б жаданне, а ў маладой настаўніцы яго хоць адбаўляй. Талантливый учитель всегда найдет что-нибудь, чтобы увлечь и найти. У нас, конечно, я не скажу, что много всего есть, но я всегда придумываю что-то новое. Я нахожу и материалы, я провожу и конкурсы, я привожу внеклассные мероприятия. В этом году у нас появился моноблок, поэтому работа стала намного проще. У нас в информатике моноблок, и мы, в принципе, можем приходить туда и делать что-то. Если нужны компьютеры, мы всегда можем прийти в информатику и посадить учеников за компьютеры и делать что-то там. Так, у меня много раздаточного материала. То есть у нас рядом есть библиотека, где я могу что-то цветное распечатать. Я могу заказать наглядный материал по карточкам. У нас есть стенды новые, мы можем заказывать и используем их в своей работе. Поэтому, в принципе, если задаться целью, если знать, что ты делаешь, то всегда можно найти и то, как это реализовать. Маладому пакаленню ў школе рады прызнаецца і дырэктар Тацяна Ровель. Яны прыклад для дзяцей і ўзор адносін да сваёй малой радзімы. Около 40% на сегодняшний день педагогов – это выпускники Десненской средней школы. Вот этим я горжусь. Конечно же, есть и у нас результаты педагогического труда учителя. Прежде всего, если посмотрим олимпиады, мы очень даже неплохо выглядим сегодня на уровне области. Из 4 дипломов, которые завоевал Мёрский район, Десна взяла 3 диплома. С детьми нужно работать с любовью. Вот тогда ты получишь отдачу. Поэтому я сегодня о всех своих педагогах, которых назвала, могу сказать
слова благодарности каждому за их труд. У малым горадзе знаходзяць вялікія перспектывы. Так месціч Уладзімір Шадурскі пасля доўгіх пошукаў вырашыў апрабаваць сябе ў рамонце і дыягностыцы камп'ютараў. Магчымасці маладому чалавеку прадаставіў 337 указ прэзідэнта аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Усяго ў розных сферах у Дзесне сваю справу распачалі 8 чалавек, ад сельскагаспадарчых да б'юці-паслуг. Обращаются в основном зимой, потому что летом огороды у людей, а вот осенью, зимой и весной у меня как бы больше всего работы. Что-то приносят ко мне домой. Ну, в основном, да, мне звонят, я прихожу к ним, получается, в гости, там что-то нас настраиваю, делаю. Да здзіўленых позіркаў выхадзец з Ірака Мундзір Аль-Вахаш ужо прызвычаіўся. На беларускай зямлі знайшоў не толькі прафесію, але і абзавёўся сям'ёй. 5-й месяц працуе ў дзесненскім лясгасе інжынерам па камп'ютарных сістэмах. На работу прыязджае з Міёраў, там жонка і дзеці, а Беларусь стала другой радзімай. Это красивая судьба, что я попал в Беларусь, потому что я хотел, у меня была моя цель получить высшее образование. Я смотрел на всех стран мира, выбрал именно Беларусь, потому что смотрю на природу, красоту, мне очень понравилось. Наслышан о том, что народ белорусский спокойный, добрый, гостеприимный, и это все мне понравилось. И, конечно, когда я приехал первый раз, убедился в этом. Сям'ю Аляксея і Наталі Астуневіч лёс з Дзесной звязаў выпадкова. Пазнаёміліся яны падчас вучобы. Муж трапіў у маленькі горад па размеркаванні. За ім прыехала сюды і жонка. Працуюць тут жа, ён загадчыкам мясцовага дома культуры, яна настаўніцай. Пусцілі карані і пакідаць горад не збіраюцца. На пытанне, чаго не хапае маладым людзям тут, адказваюць не задумваючыся. Усё неабходнае ёсць. Жартуюць, што калі і захочацца чагосьці, побач Полоцк и Новополоцк. Здесь мой дом, моя семья, близкие люди, работа любимая. Ну, мне здесь все устраивает. Солидарен в этом мнении. Я тоже здесь, как дома чувствую себя. Даже немножко хозяином, можно сказать, в Десне. Я работаю в городском центре культуры директором, организовываю праздники, различные концерты, мероприятия. Разноображиваю культурную жизнь нашего населения. Населению нравится. Сорганизовал многих единомышленников в коллектив. То есть песни поем, танцуем, веселимся, радуемся. Дзесну месцічы называюць малодшым братам Полацка, і нездарма. Тут праходзіць праваслаўны фестываль Адзігітрыя, на які прыязджаюць тысячы вернікаў. Стараста Дзесненскай Уваскрэсенскай царквы Вера Геннадзіўна Мятла з гонарам расказвае пра славутасці. Тут знаходзяцца мошчы святога Канстанціна Жданова. Яна, як ніхто ведае яго трагічны лёс, прычым не па легендзе, а з першых вуснаў. Перапахаваннем вядомага сярод вернікаў святара займаўся яе дзядуля. У нас очень большие праздники происходят. Вот день канонизации Константина празднуют, много людей собирается. Праздник иконы Адзигитрии Смоленской. Это у нас вообще до 5000, до 6 человек. Приезжают, все очень чтят эту икону, все очень любят, все ею дорожат. Самы маленькі горад Беларусі неаднаразова станавіўся дэкарацыямі да фільмаў. Здымачныя групы вядомых вытворцаў кінаіндустрыі тут былі 6 разоў. Убачыць, якой была Дзесна, можна ў кінастужках «Вадзіцель аўтобуса», «Светка», «Чорная бяроза». Старшыня гарадскога выканаўчага камітэта Дзесны кіруе самым малым горадам некалькі гадоў. Сам жыве тут са сваёй сям'ёй гадоў 20, а таму да гэтага месца прыжыўся. Кожнага гараджаніна ведае ў твар, ведае і праблемы як асобных жыхароў, так і ўсяго горада ў цэлым. Судьба этого города не безразлична не только мне, но и всем нашим гражданам всех нашего города. Поэтому сегодня наша основная задача стоит в том, чтобы сохранить то, что мы сегодня имеем, и то, что у нас сегодня есть. Безусловно, Десна – это такой самый маленький город нашей страны. Он тихий, спокойный, комфортный для жилья, экологически чистый город. Поэтому сегодня на территории нашего города, на мой взгляд, развита или создана вся необходимая социальная и производственная инфраструктура. То есть все необходимое для жизнедеятельности человека здесь есть.
И те моменты, которые сегодня есть на территории нашего города, наша основная задача – сохранить то, что мы имеем. Я многих знаю, и меня, безусловно, все очень знают, поэтому это определенная ответственность, тем более работа председателем городского совета – это ответственность вдвойне, поэтому сегодня стараться уметь и слышать людей, и их насущные проблемы, и стараться, безусловно, помочь. Поэтому вот это, конечно, очень большая ответственность, и стараемся именно работать в этом направлении постоянно. Горад са шматгадовай гісторыяй перажывае эпоху рэнесансу. Тут пачалася другая хваля газифікацыі прыватнага сектара. Узялі курс на аднаўленне сістэмы водазабеспячэння па праграме «Чыстая вода». Нават у маленькім горадзе вялікая ўвага чалавеку, які тут жыве і любіць свой край.